Увлекательный и развивающий. Так можно охарактеризовать мастер-класс, который прошел в Музее изобразительных искусств. В роли лектора выступил Юсуф Аушев, овладевший удивительно красивой техникой, позволяющей создавать изображения из цветных нитей, переплетая их между собой и закрепляя на картоне или другом твердом основании при помощи гвоздей. Нити особым образом наматывают на гвозди, получая рисунок. Этот процесс можно сравнить с вышивкой или работой на ткацком станке. В числе восхитившихся мастерством таланта и упорством начинающих подмастерье была и моя коллега Фатима Катиева. Бесконечный стук молотков и люди, которые, не обращая внимания на это, творят. В этом процессе случается все, особенно с теми, у кого нет опыта. Отбивают пальцы через раз, но это не останавливает их в достижении поставленной цели. И у них это получается. Нет, это не плотницкая, а мастерская настоящего художника, которому всего 17 лет, а творит при помощи гвоздей и молотка. Наблюдать со стороны интересно, но принимать в этом участие совсем другое дело. Сегодня мастерской для юного художника служит один из залов Музея изобразительных искусств. Юсуф дает очередной мастер-класс, ассистирует младшая сестра. Иногда казалось, они не слышат других, настолько увлеклись делом. Все очень интересно, признается Диана Алешина, хотя и непросто. Основа почти готова. Остался последний гвоздь, и ее сердечко засияет красками. Далее мы будем наматывать ниткой, создавать контур и, как я поняла, заполнять уже сам рисунок определенным цветом, точнее ниткой определенного цвета. Решили взяться за молоток и мы, не удержались, так сказать. Не просто, конечно, особенно если прежде не дружил с молотком. Но терпение и упорство все же дают свои плоды, как и в нашем случае. Думаю, снежинки быть. Но, увы, наше время ограничено, и мы доверили завершить начатое более опытным мастерицам. Настрой старшеклассниц нас поразил. Пальцы болят, но работу свою не оставим на полпути, говорят девушки. Гвозди – это интересно, но еще больно. Когда забиваешь, пальцем бывает больно. Юсуф Аушев все делает с любовью и терпением, и ребятам объясняет, и сам параллельно творит. На его счету немало готовых работ, но они у меня долго не задерживаются, говорит художник. А сколько их, уже и сам сбился со счета. Работ немало, но не все, правда, представлены на моей странице. Так, чтобы выставки я сам редко провожу. В основном я с командой. Мы выезжаем, мастер-классы проводим по республике. Начинал он еще в совсем юном возрасте. Хотелось сделать подарок на день рождения мамы, а денег не было. Тогда и решила сделать презент своими руками. Я вспомнил, что самый лучший подарок – это сделанный своими руками. И решил, мало ли получится. Позвал соседа. 2 дня мы с ним до часу, до 2 сидели и пытались сделать картину. Картина вышла... Там было сердце в центре и цифра 18 в правом углу. Маме всегда 18. Пока ему мастерской служит 2-й этаж недостроенного дома, где, конечно, есть свои ограничения. К примеру, нельзя стучать, когда все спят. А творческому человеку любое время суток подходит. Главное – вдохновение. По профессии Юсуф – экономист, но всецело предан искусству и планирует в дальнейшем сделать это направление главным делом своей жизни. Фатима Катиева, Мадин Марзиева, Малсак Игиев, Вести, Ингушетия.